что обычно не дает жить нашим предпринимателям? Больше всего вот государственные органы. А сколько они обычно берут? Важно не сколько денег берут, а почему вообще берут. Общую атмосферу все-таки немножечко подпортили вот эти теракты и не совсем спокойная ситуация на границах. А им страшно проезжать этот участок. Что есть у нас, за что нас тоже можно похвалить? Наконец-то начали устанавливать туалеты. Мискола, в моей памяти вы одна из самых ярких женщин-предпринимателей в сфере туризма, которая устойчиво развивается уже многие годы. И вы основатель достаточно известной туристической компании Aurum Travel, которая занимается въездным и внутренним туризмом вот уже 7 лет, да? Я знаю, что к этому бизнесу вы шли достаточно долго. В самом начале пути были осведомленные люди, которые пытались отговорить вас заняться этим проигрышным, как они объясняли на тот момент, делом для женщины. Как вы думаете, в чем все-таки заключается проигрышность и почему женщина и туризм – это несовместимые понятия? Мне кажется, на тот момент это был более проигрышный, потому что я женщина. Женщина должна стоять у плиты, растить детей. И так как у нас в Таджикистане этим туризмом в основном занимались мужчины, они просто недооценивали, наверное, силу женщины. А сейчас вас, женщин, сколько вообще в этом направлении? 5-6, наверное. Вы одна из первых. Да, именно во внутреннем туризме, потому что у нас есть еще выездной туризм, вот это абсолютно другая сфера, может, другая кухня, но в нашей сфере нас очень мало, можно посчитать по пальцам. Мискола Абдулаева – одна из немногих женщин-предпринимателей, которая успешно продвигает именно горный туризм в Таджикистане. Ее фирма Aurum Travel считается единственной компанией, представляющей Таджикистан в мировой ассоциации Adventure Travel Trade Association. Помимо Aurum Travel, вы также около 5 лет были владелицей первого хостела в Душанбе, который отвечал практически всем требованиям европейского стандарта. В Google Reviews у вас было 4 звезды из 5 возможных, а в Booking почти 9 из 10. Но несмотря на весь этот успех, вы вскоре закрыли свой хостел. И в одной нашей беседе вы объяснили это тем, что вам буквально пришлось, поскольку жить не давали. Можно узнать, кто обычно не дает жить нашим предпринимателям? Вопрос, конечно, интересный, как обычно говорят. Это, наверное, не добросовестная конкуренция, она всегда везде. Одним из факторов, наверное, был демпинг цен со стороны других конкурентов, которые в корне не были предпринимателями, то есть они пришли, увидели, скопировали, при этом юридической обоснованности, экономической не было. А во-вторых, это были больше всего государственные органы. Как всегда, кто у нас проверяет? Это пожарные органы, санэпидемстанция, горсвет. А вот такие проверки, они сбивали с толку, и, получается, весь день пропал. Часто, да, все-таки эти проверки проходили? Часто, да. Получается, несколько органов, кому не лень, все, тем более мы находились у главной дороги, кому не лень, все заходят. Что здесь такое? Ну-ка, давайте зайдем, проверим, пульканем. И на примере вашего ЕТИ-хостела вы говорили, что жить не давали даже участковые. Да, которые приходили с проверками, приходили, деньги тоже просили. Можно узнать, как часто это происходило и как они обосновывали эти свои сборы? Хорошо, что хостел закрыт. Можно спокойно теперь на эту тему говорить. Нормально, часто. То есть, как это происходило, допустим, задерживали наших гостей на улице, допустим, у нас были гости с разных стран, в основном задерживали гостей с разных, допустим, стран, где они в черном списке. Но если у человека есть виза, допустим, да, если его пропустили через границу, значит, все с ним чисто. Причем тут хостел, который просто их размещает у себя на территории, докапывались, задерживали, в участок отвозили. Нам приходилось ехать за своими гостями, вытаскивать и говорить: «Шмушану шарафи Таджикистана, пасмеку нет». То есть приходилось так говорить, что вам не стыдно, об этом же могут узнать. Был случай на Фанских горах, когда работник национального парка начал просто издеваться над
туристами, и это пошло в сеть интернет, и, соответственно, снизило рейтинг Таджикистана на международном уровне. Поэтому как-то приходилось вот так вот защищать права своих. Защищать жителей. и платить тоже, да? И платить тоже, чтобы... Иногда приходится платить, чтобы не беспокоили наших гостей. А сколько они обычно берут? Ну, там, в принципе, самое важное не сколько денег берут, а почему вообще берут. Вот это больше всего задевает. Неважно, это можно, как бы, если сейчас посчитать, это копейки, но мы люди принципиальные, мы же двигаем экономику страны, а не вывозим, допустим, деньги из страны. А наоборот, таких предпринимателей должно государство поддерживать, а не наоборот гнобить и убивать. То есть не государство, а некоторые недобросовестные работники на государство. Вот как я скажу. Все-таки сколько они брали? Это начиналось от 50 самон и выше. То есть смотря какой орган придет. Вот. А что за страны, которые в черном списке? Это, допустим, у нас в черном, как бы неофициально можно сказать, это Пакистан, Индия, Китай, некоторые африканские страны. Я вот смотрю на вашу ленту в Фейсбуке, и, если честно, мне не дает спокойно жить одна мысль. Кому больше сложно от вашей работы? Вам или вашим детям? Поскольку, как я поняла, в горы с туристами своими часто поднимаетесь вы лично сами, и это обычно занимает около 10 дней. И, во-первых, интересно, как такая хрупкая женщина, как вы, не устает лазить по горам, тем более вот с этим грузом на спине, и как дети вообще переносят эти частые разлуки? Знаете, это такой вопрос, о котором, наверное, я не задумывалась. То есть я почему-то всегда думала, что мне тяжело уходить в горы, потому что потом возвращаешься, много работы накопилось и все. Но я как-то не рассматривала это с точки зрения детского взгляда, да, детей. Им сложнее всего, потому что им нужно каждый раз собирать чемоданы, уходить к бабушке, потом обратно возвращаться. Это все равно, что для них то же самое, что переезд. Ну, они привыкли, потому что в основном моя работа это летом происходит. Летом детям хочется там побывать. Мне можно сказать, практически летом, это всего 3 месяца. Всего, да? То есть на летних каникулах меня дома нету. Я им как бы стараюсь компенсировать потом уже зимой или в другие месяцы, говорю, вот потом я вам распоряжение 24 часа в сутки. Вот. Им тяжелее, наверное, да. Но они иногда гордятся, говорят, вот у нас мама крутая, она идет в горы, занимается такой тяжелой работой, но я вижу, что им сложновато тоже. Но сейчас вот они уже у меня подросли, я их готовлю к следующему сезону, говорю, теперь вы будете со мной ходить, будете подрабатывать на лето, не просто сидеть у бабушки, а уже вот, поэтому они сейчас изучают языки, 2 языка, как раз будут и практиковать, и помогать. Это какие языки? Это английский и немецкий. Вот. А вам самой как сложно-то? Если честно, мне в горы ходить, конечно, тяжело. Это не то, что... Есть люди, которым нравится делать. Я это делаю, да, мне нравится. Я получаю заряд энергии, когда вижу, что мои гости, мои клиенты радуются, получают удовольствие. А самой тяжеловато это. Все равно это как бы ты в постоянном напряжении, ты никогда не расслабляешься. То есть нужно обращать внимание на все элементы, на все факторы, чтобы не мешало нашим гостям отдыхать. Даже если что-то пошло не так, нужно сделать так, чтобы никто не понял и быстренько решить эту проблему. Одно дело вот то, что сложно, другое не страшно ли в горах ночью? Страшно, когда волки приходят. Страшно, да, когда ты спишь одна в палатке и слышишь звук воющего волка, вот тогда страшно. И даже был такой случай, когда вот в этом году я уже так не могла ходить, но группу пришлось уже отправить в лагерь, и все ушли. И я, получается, на территории огромного Памира осталась одна. Это было как бы в конце октября, уже когда сезон есть волки везде, как бы эти... Я сидела одна и ждала, а ждать надо было где-то 2 часа, пока как бы за мной придут. То есть, вот, и я думала, ой, сейчас придет волк, меня съест, сейчас придет волк, меня съест. Я уже говорю, значит, зиндаги. Раз так уж, тагдыр, судьба, если судьба, тогда, значит, я здесь умру. Нифига. Ну и хорошо, дети вас дома ждут. Да. В СМИ часто публикуются различные рейтинги о самых привлекательных и самых безопасных странах
в мире. И Таджикистан в этих рейтингах, к счастью, занимает не самые последние места. Но последние 2 года общую атмосферу все-таки немножечко подпортили вот эти теракты и не совсем спокойная ситуация на границах. Нападение на велотуристов в 2018 году, пожалуй, был один из самых таких шокирующих для туристов особенно. Власти говорят то, что это как бы на приток гостей в нашу страну никак не повлияло. Это неправда, поскольку были знакомые турфирмы, которые говорили, что за этот отрезок времени они успели потерять много в деньгах. Вы это тоже ощутили? Если да, то как восстанавливали? Мы немножко финансово пострадали, да, потому что нам пришлось обеспечивать безопасность, то есть нам пришлось нанимать человека, то есть милиционера, который с пистолетом сопровождал нашу группу на протяжении всего маршрута. То есть это как бы непредвиденные были расходы, и пришлось их платить со своего как бы непланового бюджета. Таджикистан, в принципе, пострадал. Да, есть среди наших коллег, которые пострадали, к сожалению, от них отказались их партнеры, которые долго с ними работали. Они сказали, мы больше в Таджикистан не приедем. Хватит. Ну, после вот этого случая, как бы случилось так, что кому-то стало от этого хорошо, от этого кому-то стало плохо, да, то есть, например, сейчас туристы, они вот этот отрезок дороги проезжают не на велосипедах, а на транспорте, то есть они останавливаются в городах, в селах, как бы нанимают транспорт и уже добираются до Душанбе, а им страшно проезжать этот участок. Я заметила, что вы часто хвалите соседние страны за их способность обеспечивать комфорт туристам. У одних, вы говорите, гостям раздают бесплатные сим-карты, у других невероятно низкие цены на мобильную связь и интернет. Давайте посмотрим на нашу страну как турист. Что есть у нас, за что нас тоже можно похвалить. Ну, кроме вот этого гостеприимства народа и кроме прекрасной природы, потому что это не входит в заслуги профильных структур. Пока, вот если честно, я работаю в этой структуре, я не вижу, что мы как-то, то есть мы отстаем, мы очень сильно отстаем, и сказать, чем мы тоже хороши для туриста, да, мы убрали природу, мы убрали гостеприимство, мы стараемся сейчас сделать что-то, чтобы мы стали очень привлекательными для туриста. Вот, ну, допустим, виза это на государственном уровне упростили въездной режим, да, допустим, это уже хорошо, потому что теперь можно легко получить визу онлайн и приехать в Таджикистан, это уже хорошо. Начали хотя бы устанавливать информационные центры для туристов в аэропорту, в некоторых участках, допустим, в некоторых маленьких городах. Наконец-то начали устанавливать туалеты, которые мы долго запрашивали. У нас наконец-то создали туристическую милицию, то есть теперь можно с горячей линией, если где-то что-то не так пошло, нехорошее, некорректное отношение к туристам, можно обратиться в горячую линию. Это максимум, за что мы можем похвалиться. Это можно сказать, да. Пока что тот максимум, который... А что бы вы посоветовали еще? Вот что можно было бы сделать еще, чтобы было вот максимально комфортно для туриста и сделать страну более привлекательной, чем она есть сейчас? Еще немножко поработать над въездными документами, то есть упростить. Допустим, наши соседи, они полностью убрали визовый режим для стран, развитых стран. Это вот США, Великобритания, некоторые европейские страны. То есть их граждане могут спокойно приезжать без визы. Также у нас очень дорогие авиабилеты. Если мы устраним авиабилеты дорогие, то также поток будет больше. То есть нам нужно вот эти барьеры сначала убрать, чтобы привлечь туриста. У нас пока такого опыта нету. Традиционный вопрос. В чем сила? Внутреннем стержне, наверное, что-то в внутреннем самопознании. То есть как только женщина понимает, кто она, вот тогда вот ее сила начинает выплескиваться.